Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Терроризм и экстремизм являются серьезнейшей угрозой человечества в 21 веке. В стране прилагаются все усилия для того, чтобы наша таджикская молодежь не попадала под идеологическое влияние религиозно-экстремистских течений. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своих выступлениях неоднократно подчеркивает: каждый гражданин страны должен чтить независимость своего государства, безопасность и стабильность общества, никогда не терять политическую бдительность, не поддаваться пропаганде чуждых экстремистских идей. Сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды используют новые методы и способы с использованием современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в связи с этим соответствующим органам необходимо активизировать координацию в сфере раскрытия и предотвращения угроз терроризма и экстремизма, поставить надежный заслон на пути привлечения граждан к радикализму путем активизации разъяснительных работ, воспитывать их в духе верности народу и родине, почитания общечеловеческих ценностей. Важнейшая задача всех государственных органов и всего общества Таджикистана – борьба с радикализмом и экстремизмом. Об этом заявил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 28 декабря 2022 года в ходе выступления на торжественном собрании, посвященном Дню работников органов национальной безопасности страны. Руководству Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, военных структур и правоохранительных органов страны придавать постоянное внимание вопросам повышения компетентности и профессиональных навыков, боевой готовности, уровня грамотности, освоения правовых и политических знаний, повышения профессиональной культуры работников сферы и принимать решительные меры для предотвращения терроризма и экстремизма. Далее к другим темам. Сегодня в парке культуры и отдыха имени Абдулкасыма Фирдавси, Душанбе, состоялась церемония вручения призов победителям республиканского тура конкурса «Сайри Гули Лола». Республиканский фестиваль цветов под названием «Сайри Гули Лола» прошел в номинациях «Лучший парк», «Лучший сквер», «Лучшая махаля», «Лучшее село», «Лучшее селение», «Лучший поселок», «Лучший район», ну и «Лучший город». Вот таким образом парк имени Ахмади Дониша города Душанбе завоевал первое место в номинации «Лучший парк». Сквер возле цирка города Душанбе – первое место в номинации «Лучший сквер». В номинации «Лучшая махаля» первое место присуждено махале Борбат района Сино города Душанбе, а село Кайнар Васийского района Хатлонской области стало победителем в номинации «Лучшее село». Сельский джамуат Фахрубот Хурусонского района Хатлонской области занял первое место в номинации «Лучшее селение», а в номинации «Лучший поселок» первое место занял джамуат Сарбанд города Левакант. Район Исмуили-Сомуни города Душанбе занял первое место в номинации «Лучший район», а город Худжант Сагдийской области первое место в номинации «Лучший город». Город Душанбе получил гран-при республиканского конкурса «Сайри Гули Лола». В Республике Таджикистан дополнительному образованию уделяется серьезное внимание как неотъемлемой части процесса обучения и выбора профессии с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, ну и, несомненно, государства в целом. В Шахринавском районе в учреждении дополнительного образования введена в эксплуатацию современная инновационная лаборатория. В целях презентации инновационных возможностей и талантов развития учебных навыков подростков и молодежи в учреждении дополнительного образования Шахринавского района введена в эксплуатацию современная инновационная лаборатория. В церемонии открытия инновационной лаборатории приняли участие представители Министерства образования и науки Республики Таджикистан, общественных организаций, делегация гостей из городов и районов страны, учащиеся и преподаватели.
Это инновационная лаборатория при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан в сотрудничестве с Детским фондом ООН, ЮНИСЕФ, Европейским Союзом и общественными организациями оснащена современным оборудованием и имеет 10 компьютеров, цветной принтер, проектор, столы, стулья и другие принадлежности, чтобы учащиеся в свое свободное время могли здесь получать дополнительные знания, используя информационные технологии. После прохождения обучения учащиеся получают сертификаты. Учреждение дополнительного образования, функционирующее в Шахринавском районе, это образовательное учреждение, реализующее дополнительные учебные программы различной направленности. В учреждении дополнительного образования Шахринавского района функционируют различные кружки, которые очень увлекают детей, развивают в них любовь к творчеству, дают дополнительные знания, а теперь здесь можно обучаться информационным технологиям и другим современным наукам совершенно бесплатно. Я очень благодарен, что у нас появилась возможность обучаться информационным технологиям в таких хороших современных условиях. Нашей радости нет предела, ведь в таких условиях с современным оборудованием мы можем более углубленно изучать языки и получать дополнительные знания в других сферах. На данный момент в 14 кружках обучаются 656 учащихся образовательных учреждений района, а в клубе развития речи обучается 120 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Следует отметить, что в Республике Таджикистан дополнительному образованию уделяется серьезное внимание как неотъемлемой части процесса обучения и выбора профессии с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства. По инициативе председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо в 2024 году в столице Таджикистана у нас в Душанбе будет проходить турнир мирового тура по дзюдо. На тренировках дзюдоистов побывала Шахло Бердиева, и она более подробно расскажет нам, как готовятся к данному турниру спортсмены. В начале столичный спорткомплекс, дворец тенниса и водных видов спорта. За большим шлемом приедут сильнейшие дзюдоисты из многих стран мира. Поэтому, чтобы составить серьезную конкуренцию, наши дзюдоисты не расслабляются. Их график расписан буквально по дням. И все это, чтобы получить путевку на главные мировые соревнования – Олимпийские игры 2024 года. Ведь нужно еще набрать необходимое количество баллов. В Душанбе дзюдоисты Таджикистана проводят тренировочные учебные сборы. До большого шлема остались считанные дни. Времени для вхождения в форму осталось совсем немного. И сборная уже в буквальном смысле переселились в зал. Тренируются 2 раза в день, утром и вечером. Таджикистан на этом сборе представляет весь, что называет, цвет звезд отечественного дзюдо. Вместе с ними тренируется и молодежная команда, у которой есть на кого равняться и с кого брать пример. Мы готовились на тренировочном сборе, который прошел в Турции. И мы очень усердно тренировались на этом тренировочном сборе, лагерь. И наша основная цель – бороться на турнире, который пройдет 3 мая именно в нашей столице, в Таджикистане, в Душанбе. И мы должны усердно работать и тренироваться, чтобы показать свою лучшую сторону, свои лучшие результаты именно на данном турнире, потому что все наши земляки, все наши родные будут болеть за нас. И мы сделаем все, чтобы забрать медали с данного турнира. После Олимпийских игр, чемпионатов мира и World Masters турниры большого шлема являются самыми рейтинговыми мировыми стартами, то есть турнирами, в которых дзюдоист может набрать наибольшее количество рейтинговых баллов. Отличие Гран-при от Гран-слама. Гран-слам это на одну ступеньку выше стоит, чем Гран-при. И еще
в Гранд-сламе дает в 2 раза больше олимпийские очки. Поэтому на Гранд-сламе больше народу приезжает, чем на Гран-при. Цель федерации и руководство федерации заключается в том, чтобы в каждой весовой категории у нас появился, ребята получили олимпийские лицензии, и чтобы они могли участвовать на Олимпийских играх 2024 года, которые будут проходить в Париже. Поэтому мы работаем. Турнир пройдет на основании постановления председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. Его целью является пропаганда здорового образа жизни, обеспечение спортивной и оздоровительной массовости, развитие спорта страны, в том числе дзюдо, поиск молодых и перспективных спортсменов и дальнейшее повышение чести спорта суверенного Таджикистана. На этом гранд-слэме у нас очень хорошая возможность, чтобы в каждой весовой категории мы можем по 4 спортсмена выставить. Я думаю, что здесь наши ребята, молодые, имеют возможность себя показать и получить больше результатов и олимпийские баллы, для того, чтобы уже следующий старт у нас будет уже чемпионат мира, чтобы уже на чемпионате мира достойно бороться. Напомним, что в прошлом году в Гран-при Душанбе 2023 приняли участие свыше 300 спортсменов из более чем 40 стран мира, которые оценили уровень его организации как высокий. Шахло Бердиева, Мехрус Джумаев, Рустами Карим. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.